Татарский народ меня очень разочаровал. Он не в состоянии защитить ни себя, ни свой язык, ни свою культуру. Горестно от того, что татарскую литературу не знают в России и не знают в мире. Поэтому как хлеб нужны дороги. Мы должны подпитываться впечатлениями, встречами, мы должны глядеть друг другу в глаза. Я очень любопытный человек, и вообще поэтам свойственно любопытство. Современная поэзия очень экзистенциальна. С татарской поэзией, я думаю, все очень непросто. То есть на самом деле поэзии можно делать все. В 2 американских журналах выйдут в этом году мои стихи. Мы не можем писать так, как писали, допустим, еще 30 лет назад. Добрый день. Сегодня у нас в гостях поэт, эссеист, переводчик тюркской литературы на русский язык, лауреат международных премий Лилия Газизова. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Поговорим мы о татарской и русской поэзии и непосредственно ее влиянии на общественное мнение. С 18 по 21 апреля в Казани и Елабуге пройдет 7-й международный хлебниковский фестиваль «Ладомир», и наши сегодняшние гости – его организатор. Лилия, за последние годы фестиваль стал одним из крупнейших форумов для современных российских поэтов. Расскажите, пожалуйста, о чем пишут молодые поэты сегодня, какие темы их волнуют? Спасибо за крупных форумов. Действительно, хлебниковский фестиваль «Ладомир» развивается. И как любой проект, это живой организм, который имеет пики и спады. Но пока еще все идет по нарастающей. И в этом году по-прежнему ожидается приезд известных поэтов, пишущих на русском языке, из Америки, из Европы, из Израиля. Например, Нью-Йорк будет представлен достойными именами поэтов Хельга Альшванг, Анна Гальберштадт и Вера Зубарева. Из Германии приедет Сергей Шабуцкий, из Москвы приедет известный поэт, критик, главный редактор первого российского журнала «Поэзия» Алексей Давидович Алехин. Также приедут и московские поэты Елена Черникова, Ефим Бершин, из Словении, Македонии Лидия Демковская. Ну, то есть я, наверное, сейчас даже не смогу перечислить всех. Я просто хотела немножко впечатлить размахом, тем, что география расширяется, и это очень хорошо. Когда-то Хлебников написал, что поэты должны петь и путешествовать. То есть он имел в виду, что поэтам как хлеб нужны дороги. Мы должны подпитываться впечатлениями, встречами, мы должны глядеть друг другу в глаза. Если не знать, о чем волнует моего коллегу, живущего Бог знает где, мой поэтический мир будет неполон. И я не смогу по-настоящему принять, осознать и перенести то, что меня окружает, в какие-то строчки. Я очень любопытный человек, и вообще поэтам свойственно любопытство. Не только любознательность, но именно любопытство. Потому что, казалось бы, обо всем написано, но ведь мир меняется. Да, человек за тысячелетия мало изменился. То есть основными темами по-прежнему остается любовь, смерть, измена, предательство, радости, горести и тому подобное. Но посмотрите, насколько изменилась действительность окружающая. Все эти технологии, которые тоже, в общем, меняют наше представление и которые тоже не могут изменить наши тексты. Мы не можем писать так, как писали, допустим, еще 30 лет назад. Знаете, вот многие поэты старшего возраста грешат тем, что они пишут советские стихи. То есть это очень хорошие стихи, где все на месте, там есть и мастеровитость, там есть идея, там все замечательно и прекрасно, с метафорами, с образами. Но это удивительный запах нафталина в этих стихах существует, потому что воздух, он ведь невозможно его законсервировать. Он должен меняться, то есть также есть болото, а есть река, которая способна к обновлению. Болото обновляться не способно.
Вот, к сожалению, есть такие поэты, которые не способны к обновлению. Да, ну, не будем называть их болотистыми или заболоченными. Вот, но они не способны к обновлению, я не знаю в силу чего. В силу косности мышления, в силу к отсутствию какой-то душевной подвижности, вот. Но без любопытства нет поэзии. А вот какие специфичные характеристики, не знаю, детали именно у современных поэтов, у современной поэзии в этом отношении? Современная поэзия очень экзистенциальна. Многие поэты важнее внешнего мира, их внутренний мир. И их взаимодействие внутреннего мира с внешним, попытки по-новому осознать себя в этом мире, то есть проблема какого-то нового «я». Потом такие философские категории, как время и пространство, это тоже очень важные темы, едва ли не основные в современной поэзии. И вот вы видели программу нашего фестиваля, в его рамках пройдет круглый стол «Время и пространство в современной поэзии». Вести его будет поэт, философ, заведующий кафедрой философии Казанского технологического университета, доктор философских наук Натан Моисеевич Солодуха. И вот я думаю, что те, кто придут на этот круглый стол, который состоится в Центральной городской библиотеке на Вишневского, ожидают услышать какие-то интересные вещи, потому что участвовать будут приглашенные поэты, и я попросила их подготовиться к этому круглому столу, чтобы он не превратился в банальный разговор, а это был какой-то обмен очень интересными мнениями, так скажем. Вы могли бы назвать несколько имен молодых современных поэтов, которых вы считаете настоящими, не знаю, настоящими русскими поэтами, российскими? Почему вы не сказали, что это будет вопрос такой? А он только что возник. Давайте мы к нему вернемся, а я в голове буду прокручивать, то есть как вторичной такой работой. Давайте поговорим о татарских поэтах. Что сейчас с ними происходит, о чем они пишут непосредственно? Потому что кажется, что вот русские, российские поэты, да, сейчас, как ни удивительно, очень популярны литературные вечера, в том числе в Москве и в Петербурге. Там, 10 лет назад мало кто себе мог представить, что 20-летние молодые люди, скажем так, будут толпами набиваться в заведение для того, чтобы послушать молодых поэтов. Вот сейчас это происходит. Что происходит с татарской поэзией? Такое чувство, что она где-то на задворках остается и не поднимается ее вопрос. С татарской поэзией, я думаю, все очень непросто. На мой взгляд, вот было два витка, на котором татарская поэзия могла сделать качественный скачок, я бы даже сказала, рывок. Это 90-е годы, это начало суверенитетов. В те годы как раз появились такие поэты, которые сейчас уже стали известными, как Ракаэль Зайдулла, Газинур Мурат, и многие, Ильсияр Иксанова и многие другие. Вот. Но они состоялись как поэты, и многие поэты их поколения, сейчас им приблизительно, сейчас им вокруг 50, я бы так сказала. Вот. И примерно 10 лет назад появилась новая волна. Я думаю, что татарская поэзия, большой вопрос, насколько она конкурентоспособна с другими национальными литературами как России, так и мира. О татарской поэзии, полагаю, ничего не известно в Испании, в Мексике, в Израиле, в Австралии, во многих странах Европы, в Америке. Отдельно издающиеся книги отдельных поэтов погоды никакой не делают. Да, недавно вышел роман Аяза Гилязова в переводах замечательного поэта-переводчика Наиля Ишмухаметова, поэта и переводчика Наиля Ишмухаметова в Венгрии. И говорят, что он вызвал какой-то ажиотаж. Ну, я полагаю, речь идет о каком-то локальном, естественно, ажиотаже. На самом деле необходима серьезная, очень серьезная, продуманная программа
по переводам татарской поэзии, да и всей татарской литературы, не всей, лучшей, на основные языки мира: английский, немецкий, испанский и другие. Сейчас, как я понимаю, это делается как-то локально, там автор отдает свои тексты. Да, это практически не делается, это многие издают книги за свой счет. Куда ездят наши татарские поэты выступать? Их иногда приглашают в страны бывшего СССР, Азербайджан, Таджикистан и прочее. Их приглашают в Турцию. И, в общем, наверное, все. А почему? В чем проблема? Опять-таки в отсутствии аппарата перевода текстов, не знаю. Понимаете, если обо мне не знает издатель, редактор, организатор фестиваля в Париже, он меня не пригласит. То есть, если уместна поговорка об утопающих, которые сами должны спасаться, то вот она вполне применима. Вы до этого упомянули, что татарские поэты в массе своей нелюбознательны. Да. Что вы имели в виду? Я имею в виду, что они не интересуются тем, что пишут их коллеги, их поэты, их поколения в других странах. Между тем, на русский язык, которым, конечно же, они владеют, переведено множество замечательных произведений. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что это тормозит развитие литературы, поэзии. Они, как попугаи, повторяют: у нас, у татарской литературы, тысячелетняя история. Да, но будет ли тысячелетнее будущее у татарской литературы? Это очень большой вопрос, потому что настоящее, на мой взгляд, глухо. Есть отдельные талантливые поэты и прозаики, есть отдельные талантливые книги. Но в целом, на мой взгляд, кризис все-таки прослеживается. И кризис, он глубинный. А как долго он длится? Можете сейчас определить? Я думаю, он длится более полувека. Даже так? Ну, смотрите, считается, что до революции у татар было огромное количество литературных изданий, даже больше, чем в советское время. Тем не менее, в советский период было сделано также немало. И поэты такой поэт, скажем, как Хади Такташ, он очень много сделал для татарской поэзии. Он ввел какие-то новые элементы, он заставил смотреть своих последователей иначе на литературу. Вот. Татарская литература испытала большое влияние русской литературы. Тукай называл, например, Пушкина своим учителем. Вот. В 60-е годы, как вы знаете, когда поэзия собирала стадионы, это не могло пройти мимо и Татарстана. Тогда появились такие поэты, как Равиль Файзуллин, Ринат Харис и другие. Вот я называю какие-то опорные точки, когда болото превращалось в реку или даже в море. Это вот 60-е годы, 90-е годы суверенитета и 10-е годы 21 века. Вот нынешние поэты, среди них я назову, например, Юлдус Миннулину и многие другие, от их поэзии веет чем-то новым. Возраст их вокруг 30, и пока рано говорить, внесут ли они что-то свое в татарскую поэзию. Потому что многие говорят, что поэт по-настоящему в наше время может состояться только после 40. Ну, тут много факторов, в том числе и тот, что надо освоить. Опыт, возраст. Опыт, возраст, да, освоить все, что было написано. Вот. Ну, скажем, поэты моего поколения, есть плюсы и минусы того, что мы вообще испытали, да. Один из плюсов состоит в том, что, например, я училась в советской школе, я знаю, что такое социализм. Вот. Поэты, которым сейчас 30 лет, они этого не знают, они этого не видели.
Вот. То есть я хочу сказать о некотором спектре, о некотором масштабе и возможности сравнений. То есть хорошее слово compare по-английски. Вот. Это очень важно видеть то место, где ты живешь в разные годы. Это прочищает мозги, это дает тебе возможность… Больше картин мира в голове, ну, в общем, скажем да. так. А мы с вами также затронули тему кризиса. Какие проблемы сегодня существуют в татарстанском литературном сообществе, если так можно сказать? Ну, например, такая устаревшая организация, как Союз писателей, это совершенно вырождается в нечто невозможно безнадежное и костное. Средний возраст члена Союза писателей старше 60 лет. Многие из них уже перестают писать, но по-прежнему числятся. Союз писателей СССР был создан в 1933 году под патронажем Максима Горького. И одна из его главных целей была помощь писателям, социальная помощь, об этом шла речь. В советское время эту функцию она выполняла. Ну, опять же, это для тех писателей, которые писали достаточно, скажем, позволенные тексты. Вот. Солженицын не писал такие тексты, и он не имел благ, скорее наоборот. Вот. Я переводила очень много татарских поэтов, и вот, знаете, основная тема поэтов среднего и старшего возраста – это родная деревня, родники, колодцы, ну вот, проблема такая, знаете, почвенническая какая-то тема, вот, которая решается устаревшими методами, устаревшими образами, нет никакой ни новизны, никакого нового подхода. Вот в 60-е годы, когда вот такой всплеск, да, произошел, поэтический бум, у Андрея Вознесенского родилось стихотворение, в котором была строчка «Столько звезд на небе, сколько микробов в воздухе». Вольно вспоминаю. Вот. Мне не очень близко это сравнение, но оно очень новое. То есть он попытался отойти от устаревшего образа, сравнивать звезды с бриллиантами, с драгоценными каменьями. И это был какой-то, и в этом какая-то есть живость и новизна. То есть на самом деле поэзии можно делать все. И инструментарий обширнейший. Просто мало кто им умеет пользоваться. А это идет от того, что мало читают. Мало читают очень хорошую литературу русскую и других стран. А учиться никогда не поздно. Хорошо, давайте, может быть, поговорим о самом татарском языке. В том числе вам известно, что в последние полгода идет какая-то адская борьба за его преподавание и изучение. Что вы вообще об этом думаете? Какую позицию занимаете здесь? Татарский народ меня очень разочаровал. Он не в состоянии защитить ни себя, ни свой язык, ни свою культуру. Безусловно, будучи республикой в составе России, он имеет мало возможностей для этого. Тем не менее, меня обескураживает некоторая пассивность в действиях, а активность в каких-то кулуарных разговорах. Это признак слабых людей. Вот. В советское время вообще ситуация с татарским языком напоминает маятник, который, как сказал классик, качнувшись вправо, качнется влево. Да? То есть в советское время татарский язык преподавался 2 раза в неделю, и 1 раз из них он был либо за счет физкультуры, либо за счет рисования. Это вот маятник, скажем, в этой стороне был. Да? Что случилось в последние годы, после так называемого суверенитета, который мы попытались проглотить?
Уроки татарского языка увеличились, но сократились уроки русского языка. То есть, когда татарский язык преподается 4-5 раз в неделю, а русский 2-3 раза в неделю, мне кажется, это тоже как некий дисбаланс, который не могли не только не заметить русские родители русских учеников, но и, естественно, это вызвало негодование с их точки зрения, недопустимость всего этого. И я тоже их могу понять. То есть я считаю, не было разумного подхода ни в советское время, ни в годы суверенитета. Более того, до сих пор не разработана методика преподавания татарского языка. Но почему не только татары, которые выросли в русскоязычных, хотя и татарских семьях, но и русские, после многих лет преподавания не способны вести хотя бы просто светский разговор на татарском языке. Это поразительно. Но такая ситуация в советское время была с английским, когда, начиная с 5 класса, преподавали татарский язык, но к 10-му никто его не знал. Но исключение может быть особо ратующие за изучение родители, которые отдавали своих детей в английские школы, либо нанимали преподавателей и репетиторов. Вот. Я думаю, ситуация непростая, я не знаю, что с этим делать. Я не политик, вот, я не политический стратег, но вот поскольку я являюсь, ну, наверное, можно так назвать себя русским поэтом татарского происхождения, все это очень мне близко и очень больно. Своих детей я, при том, что их отец русский, я учила татарскому языку и отдавала в татарские детские сады. А в чем проблема? Почему так, как вам кажется? Вы про что? Про ситуацию с татарским языком, про то, что это все вызывает у вас боль в том числе. То есть, давайте у меня еще вызывает боль, что татары, многие татары не знают татарский язык. Мне горестно от того, что татарскую литературу не знают в России и не знают в мире. Отдельные произведения отдельных писателей погоду не делают. Вопрос в том, как вам кажется, почему это происходит сейчас? Почему татарский язык претерпевает вот подобный кризис, опять-таки, если так можно сказать? Может быть, одна из причин общая глобализация. Что дает татарский язык молодому человеку? Еще одну картину мира. Еще одну картину мира. Дает картину мира, но если он собирается поменять картину мира на англоязычную какую-нибудь, собирается делать карьеру в области IT-технологий или наук, точных технических наук, татарский язык не обязателен ему. А зачем ему татарский язык? Вот объективно говоря, для того, чтобы поговорить с мамой или с бабушкой, усилий, может быть, не стоит. Ну, он так считает. Я просто пытаюсь попытаться думать, как вот 20-летний человек сегодня. Ну, так и есть, можно сказать. Он изучает английский язык, допустим, в школе English First, где я тоже изучаю. Он хочет учиться в каком-то продвинутом заведении Европы или Америки. И зачем же ему татарский язык? А кто должен ответить на этот вопрос? Для этого надо очень любить родину, очень любить татарский язык, татарскую культуру. Вот. Вопросы и вопросы и вопросы. Давайте перейдем к обсуждению ваших грядущих выступлений в Нью-Йорке и Бостоне. Как раз мы заговорили сейчас о английском языке и его необходимости. Как я понимаю, вы первый или одна из первых поэтов из Татарстана, кто выступает на подобной сцене в США. А кто организует вот подобные мероприятия?
Ну, в моем случае организует журнал «Интерпоэзия», который издается в Нью-Йорке. С которым вы также связаны. Да, главным редактором его является русский и американский поэт Андрей Грицман. А в Бостоне пройдет выступление, видимо, в салоне Анны Агнич. Это известная деятельница литературная, писательница Анна Агнич. В прошлом году я выступала в Бостоне в русском книжном магазине Book and Arts. Вот, и слушала меня... Люди приходят? Русская публика. Приходит. А сколько? Так, навскидку. Навскидку. В прошлом году в Нью-Йорке в ресторане «Дядя Ваня» было, может быть, человек 35-40, может быть. А больше не вмещается, он маленький. Но там стояли. Как я понимаю, там также существует своя локальная, скажем так, община, может быть, русско-поэтическая, да, в том числе. Да. Но я и очень любопытна, и я очень бы хотела утвердиться, может быть, вот, и я радуюсь интересу к себе со стороны издателей, редакторов, переводчиков. И вот в 2 американских журналах выйдут в этом году мои стихи. Вы можете воспроизвести что-то из этого? Это стихотворение? Да. Это длинное стихотворение. Я, может быть, прочитаю несколько других, более коротких. Давайте. Прямо сейчас? Да. Хорошо. Стать стрелкой на часах Казанского Кремля, клавишей делит мирового компьютера, западающий си-бемоль, утренним бесцветным мраком, всеми собаками мира, очками XT на родной переносице, безвольным сердечным клапаном, чем угодно, лишь бы не Лилии Газизовой. Буду смотрительницей маяка. Нет, лучше женой смотрителя маяка. Буду вставать на рассвете и готовить ему простую еду. Буду смотреть, как он ест, молча и неторопливо. Буду приходить к нему с термосом горячего кофе. Буду смотреть, как он пьет его, вглядываясь в горизонт. Буду замечать, как меняется цвет его глаз в зависимости от его настроения или времени суток. Буду мало знать про него и не буду стремиться узнать больше. Вечером буду засыпать в одиночестве, не дождавшись его. Буду видеть сны о кораблях, уносящих меня прочь от чертова маяка. Буду вставать на рассвете. Даже не знаю, что вам сказать на этот счет. Давайте, может быть, обсудим историю напоследок, таким последним вопросом про выборы, сложившуюся. Насколько я знаю, вас задержали после голосования на одном из избирательных участков. И не все ваши знакомые и друзья правильно вас поняли на этот счет. Расскажите о реакции. Реакция была очень разная. Кто-то называл меня героем, что неверно. Кто-то называл меня идиоткой, что, по-моему, тоже неверно. Кто-то называл, и эти люди были особенно активны и, я бы даже сказала, агрессивны. Называли меня, точнее не называли, обвиняли меня в пиаре и подобном. Вот. Это было очень странно читать, когда хорошие поэты, и среди которых... Люди, которых вы уважали. Которых я уважала и ценила, и считала друзьями, пытались дискредитировать меня, преподнести поступок в том свете, в котором им хотелось бы, наверное, преподнести. Вот. Я потеряла друзей некоторых, но появились новые.
Появились новые. А сами вы себя кем считаете в этой истории? Я считаю себя адекватным человеком, адекватно отреагировавшим на то, что происходит вокруг. Спасибо, Лилия. Сегодня у нас в гостях была поэт, эссеист и просто очаровательная женщина Лилия Газизова. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в социальных сетях и на нашем канале в YouTube.